Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Победители фестиваля «Семья года» получили сертификаты в 300 тысяч рублей. В Якутске отметили День семьи, любви и верности. Чествование новых членов общества. В канун Дня семьи в Нерюнгринском роддоме прошла торжественная выписка новорожденных. Ход подготовки к празднованию юбилея Алдана проверил первый заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков. Как преображается город, узнали наши корреспонденты. С начала лета практически каждую неделю появляется информация об очередной трагедии на несанкционированных местах для купания. Администрация Якутска и общество спасения на водах приняли решение о создании постов спасателей на несанкционированных пляжах столицы. Осторожно, клещи! В Якутии зарегистрировано 403 случая укусов. Владимир Путин подтвердил необходимость строительства Ленского моста. Заявление президента оказало поддержку проекту, и в республике снова начались обсуждения его параметров. Группа ВИС готова приступить к строительству объекта сразу после одобрения госэкспертизы и принятия окончательного решения о размерах софинансирования из федерального бюджета. Сроки строительства по условиям соглашения составляют 54 месяца. Ленский мост позволит сократить затраты на северный завоз, а также заменит используемые сейчас небезопасные зимники и переполненные паромы. Пассажиропоток моста может достигать 8 миллионов человек в год. Айсен Николаев дал поручение правительству Якутии разработать дополнительные меры поддержки семейных пар в возрасте до 25 лет, впервые вступающих в брак. Об этом глава региона сообщил сегодня во время фестиваля «Семья года». Важно, чтобы семьи принимали решения о рождении детей, опираясь не только на федеральную поддержку, но и на поддержку республики, отметил Николаев. Министерству труда и соцразвития Якутии поручено внести в 4-м квартале текущего года соответствующий законопроект на рассмотрение парламента республики. По предварительным оценкам, на новую меру поддержки молодых семей в 2024 году потребуется 76,5 миллионов рублей. Конкурс проводится по 7 номинациям. Изначально было 5 номинаций. Это молодая семья, многодетная семья, семья-хранитель традиций, сельская семья и кочевая семья. С 2022 года указом главы республики Александра Сергеевича Николаева введено 2 дополнительные номинации. Это приемная семья и золотая семья. Наблюдаем тенденцию увеличения семей. Действительно, очень много семей, которые участвуют в нашем конкурсе. И очень сложно выбирать именно победителей, потому что практически все семьи достойны стать победителями. В канун Дня семьи, любви и верности в Нерюнгринском роддоме прошла торжественная выписка новорожденных. Напомним, что президент страны Владимир Путин подписал указ о предоставлении этому дню статуса официального. В честь этого организуются праздничные встречи, собрания, чествование семей и регистрации новых ячеек общества. Якутия является лидером среди регионов Дальнего Востока по уровню естественного прироста и рождаемости населения, а также занимает высокие позиции в общероссийском демографическом рейтинге. А День семьи, любви и верности в Нерюнгринском роддоме является особым днем, потому что здесь вся работа направлена на то, чтобы мамы и дети выходили здоровыми и счастливыми. В предпраздничный день по традиции в Нерюнгринском роддоме выписка новорожденных проходит в торжественной обстановке, хотя для каждой семьи это особенный день. В нашей семье в основном только девочки. Старшая, средняя, и вот в нашей семье появился долгожданный малыш, мальчик. Я очень рад, да, я очень благодарен Нерюнгринской больнице в плане того, что очень все хорошо прошло. На самом деле у нас были партнерские роды, и я присутствовал там, и ребенка я получил первым, в отличие от мамы. Я очень рад, и это еще больше сплотило нашу семью. Действительно, очень тепло, уютно находиться здесь, очень внимательный персонал, приятно очень. Спасибо вам большое. В семье Разумневич сын Марк – 3-й ребенок. В семье Шевченко – 2-й, а Гудошниковы встречают первенца. Хотя в этот день выписываются только мальчики, статистика рождаемости показывает, что за полгода в Нерюнгре родились 262 ребенка. Ровно наполовину – мальчики и девочки. Праздник любви, семьи, верности. Мы с трепетом относимся к нему, потому что в любви, в семье рождаются наши дети.
Дети, которых мы принимаем в акушерском отделении. Мам и малышей поздравили сотрудники роддома и вручили подарки. Новые нерюнгринцы получили первые в их жизни документы, свидетельства о рождении, а также сертификаты республиканского целевого капитала «Дети столетия», учрежденные главой Якутии Айсеном Николаевым в год столетия ЯССР. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Гимн Российской Федерации и искренние поздравления родных. В преддверии праздника Дня семьи, любви и верности учащиеся города и улусов получили гражданство Российской Федерации. Детям, достигших 14 лет, нужно лишь подать заявление. Торжественная церемония вручения паспортов состоялась в центрах МФЦ «Мои документы» по адресу Амосова, 18 и Лермонтова, 123. Также мероприятие прошло в Барагонцах, Алекминске и Нерюнгре. Известно, что запланировано торжественное вручение 22 августа ко Дню российского флага. В июне месяце мне исполнилось 14 лет. Сегодня я получила паспорт. Всего получили паспорт 10 детей, и мы все стали гражданинами Российской Федерации. Мой любимый школьный предмет – это русский язык, и когда я вырасту, собираюсь стать учителем. Ход подготовки к празднованию юбилея Алдана проверил первый заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков. В настоящее время он находится с рабочим визитом в Южной Якутии. Как преображается город и какие нюансы необходимо учесть, узнали наши корреспонденты. Сегодня в Алдан прибыл первый заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков. В рамках визита зампред рассмотрел ряд вопросов, один из которых касается реализации государственной программы переселения из ветхого жилья. Так, по улице Ленина планируется строительство нескольких многоквартирных домов. В настоящее время ведется расчистка площадки. Сегодня в преддверии завтрашнего приезда главы республики Айсена Сергеевича Николаева, который своим поручением утвердил план подготовки мероприятий к празднованию столетия Алдана. Это великий день, это великое событие. Сегодня осмотрели и снос аварийных домов. В конце 2024 года на этих местах, на этих пятнах застройки появится абсолютно новый квартал из нескольких зданий, построенный по всем современным требованиям. В ходе работы зампред побывал на улице Дзержинского. В настоящее время ведется капитальная реконструкция дороги. Протяженность составляет почти 1,5 километра. И этот объем подрядчик обязывается завершить до конца августа. Полностью объект у меня стоит 1 сентября. Здесь также еще будут работы произведены по заливке переходов по лотку и водоотводному к учреждениям, к магазинам, ну и гаражам по проекту. В рамках визита Кирилл Бычков подробно рассмотрел процесс подготовки к празднованию векового юбилея города. Программа благоустройства реализуется активно. В настоящее время идет реконструкция площади Ленина. Также зампред ознакомился с ходом строительства модульного спортивного зала одной из алданских школ. Не могу не ответить: строительство модульного спортивного зала, который в рекордные сроки будет построен, тоже к концу августа, 1 сентября уже мы увидим этот объект готовым. Спортзал строится рядом с гимназией. Это в рамках планов социального развития центров экономического роста, программа под кураторством лично Юрия Петровича Трутнева. Это будет зал для единоборств, кушинкай, карате, ну и другие виды там тоже будут присутствовать. Но самое главное, что это даст возможность и детям, и юношам заниматься и растить новых спортсменов, рекордсменов, чемпионов. По итогам работы заместитель председателя правительства Якутии проведет совещание по вопросам подготовки к празднованию столетия Алдана, которое состоится 2 сентября. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Стоимость туров за рубеж выросла с начала прошлой недели в среднем на 10-12% пропорционально курсу валют, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Пока ослабление рубля не привело к снижению продаж туров, отмечают в ассоциации. Курс растет больше недели, и все это время, несмотря на то, что стоимость туров пересчитывалась в соответствии с его изменением, спрос не менялся, не было даже небольших провалов, сказала Ламидзе. В тройку популярных зарубежных направлений по количеству бронирований входят Турция, Абхазия и Объединенные Арабские Эмираты. Лучших работников торговли определят в Якутии. Повышение престижа человека труда – главная задача на предстоящие годы. Об этом заявил глава республики и объявил 2023 год годом труда в Якутии. В рамках реализации мер, направленных на выполнение этой задачи, Министерство предпринимательства республики проводит конкурс «Лучший работник торговли-2023». Подробности в следующем сюжете.
Ксения Рукавичникова с детства любовалась драгоценными камнями и украшениями и всегда хотела связать свою будущую профессию именно с ювелирной сферой. Продавцом украшений Ксения стала 3 года назад. Девушка признается, что больше всего ей нравится помогать людям подбирать ювелирные изделия, которые украсят человека и внесут изюминку в его образ. Поэтому, когда встал вопрос об участии в конкурсе «Лучший работник торговли», руководство магазина первым делом предложило эту роль влюбленной в свою профессию девушке. Я решила поучаствовать, попробовать себя в чем-то новом. Мне кажется, важно участвовать, проявлять свои возможности, показывать свои лучшие качества. Советую всем своим коллегам попробовать, поучаствовать, не стесняться. Оставляйте свои заявки на конкурс. Конкурс будет проводиться по 2 номинациям – «Лучший работник торговли» и «Лучший работник общественного питания». Основными условиями в этом году нашего конкурса является количество положительных отзывов покупателей со стороны наших граждан, да, количество участия, вернее, да, наших предпринимателей в сфере торговли и общественного питания в благотворительных акциях, меценатства, какие-то взаимодействия с социальными фондами. Это все тоже будет учитываться. Ну и самое главное – это количество голосов, которые наберут наши предприниматели. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 июля на электронную почту Министерства предпринимательства Республики. Голосование пройдет с 19 июля по 21 июля на телеграм-канале Министерства. И уже 21 июля станут известны имена тех, кто получит звание лучшего работника торговли 2023. Мария Кардашевская, Виктор Дичковский, Иван Сорокаумов, Якутск. Офтальмологи из Якутии впервые провели операции в Донецке. Команда врачей-офтальмологов и операционных медицинских сестер завершила прием пациентов с патологиями зрения на базе городской больницы номер 11. Там же врачи выполнили более 40 офтальмологических операций. Главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы Иван Луцкан возглавил команду докторов. По его словам, операции по удалению катаракты – это достаточно обыденная процедура для опытного врача, коими являются специалисты из Якутии. Но для людей, которые долгое время находились без медицинского обслуживания, это большая радость. Люди с очень благодарностью отзывались о той работе, которую провели якутские офтальмологи. И когда разговариваешь с людьми, они делятся впечатлениями не только о своем заболевании, а в целом о проведении специальной военной операции, о той жизни, которая была там до 2014 года, и какие они надежды как раз-таки вместе с Россией на будущее возлагают. И надо понять, что люди активно поддерживают проведение специальной военной операции. Они надеются, что скоро будет мир, что они смогут говорить свободно на родном языке, а для них родной язык – это русский язык, что наконец-то начнется интенсивное развитие промышленности. Администрация Якутска и Общество спасения на водах приняли решение о создании постов спасателей на несанкционированных пляжах столицы. Вышки спасателей появились на 203-м микрорайоне и в районе Шестаковки. С 9 утра и до 9 вечера спасатели будут следить за безопасностью отдыхающих. Подробнее об организации постов расскажем в следующем сюжете. С начала лета практически каждую неделю появляется информация об очередной трагедии на несанкционированных местах для купания. Поэтому якутское отделение СВОД и администрация города приняли решение об установке спасательных постов на диких пляжах на 202-м микрорайоне и на Шестаковке. Вот здесь несанкционированное место купания людей, да, и поэтому здесь происходит несчастный случай на воде. Поэтому мы, Общество спасения на водах, решили здесь выставить пост. Ну, я сам учитель ОБЖ, и среди учителей ОБЖ там их приняли Общество спасения на водах. У нас учителя приходят спасателями, студенты спасателями, и есть, которые ребята занимались дайвингом, летом время они более свободны, тоже приходят помогать нам. Спасатели работают в тесной связке с полицией, сообщая о нахождении на пляже малолетних детей без присмотра и лиц в состоянии алкогольного опьянения, ведь именно они находятся в группе риска несчастных случаев на воде. Даяна Попова 2 года назад уже работала спасателем и в этом году вновь поднялась на вышку. Я с детства мечтала стать спасателем. У меня специальность МЧСника в СУФУ училась. Надо быть наблюдательным, уметь плавать и всегда быть готовым помочь людям. Вода не прощает ошибок и беспечности, и отправляясь на пляж, не стоит рассчитывать только на спасателей и самим соблюдать меры предосторожности. Александр Хавренко, Виктор Дичковский, Якутск.
Осторожно, клещи! В Якутии продолжают фиксировать укусы клещей. Так, на сегодняшний день в 16 районах и в столице республики зарегистрировано 403 случая, в том числе 59 у детей. Подавляющее большинство укусов на юге Якутии – это Нерюнгринский, Алданский, Ленский и Алекминский районы. Отметим, что с начала сезона в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии обследовали 286 клещей. По итогам анализа выявлено 2 клеща, зараженных энцефалитом, 32 боррелиозом, 7 анаплазмозом и 4 эрлихиозом. Мы сегодня привили более 6500 человек по республике против клещевого вирусного энцефалита. Также у нас с целью уменьшения численности клещей проводится акарицидная обработка. Проведена обработка на территории 97 га, в том числе 36 га – это территории летних оздоровительных учреждений. Обработки проведены в городе Якутске в 16 районах республики. Для сотрудников Алросохрана в Айхальском горно-обогатительном комбинате установили новые вагончики с отоплением и горячей водой. Помещение подключено к электросети, поэтому в вагоне всегда тепло и есть горячая вода. Все детали у наших коллег. Сотрудники Алросохрана в Айхале теперь работают в более комфортных условиях. Для них установили новые вагончики. Охранники успели оценить новинку. Работа стала легче после нового вагончика. Если в старом вагончике работали вы, сейчас все равно там комаров полно было по щелям, там, по этим. А тут сейчас комфортно. Даже зимой тут тепло всегда. Тут заходим, обувь снимаем, тапочки ходим зимой. В старом вагончике такого не представляешь. В вагоне есть все необходимое для длительной смены. Раковина, холодильник, чайник, место для хранения одежды и биотуалет. Помещение подключено к электросети, поэтому в вагоне всегда тепло и есть горячая вода. Внутри смонтирована емкость 250 литров для воды, которая заправляется пожарной машиной. Внутри установлен, получается, котел, от которого подается вода и отапливает данный вагон. С емкости идет холодная вода, идет на раковину и идет на биотуалет. Всего на постах охраны в Айхальском ГОК установили 5 новых вагонов. Малолюдные технологии и программа импортозамещения в действии. Один из лучших примеров этих направлений – стратегически важный объект газотранспортной компании – компрессорная станция номер 1, названная в честь первооткрывателя якутских земель Ивана Реброва. Она расположена в Ленском районе вдоль экспортного газопровода «Силы Сибири». С работой компрессорной станции ознакомилась наша съемочная группа. Многие жители Ленского района даже не задумываются о том, что происходит в образованных среди тайги рабочих городках и что за объекты скрывают лесные массивы. Один из таких находится совсем неподалеку от Ленска. Компрессорная станция номер 1 Иван Ребров, которая находится неподалеку от бывшего поселка Салдыке Ленского района, одна из самых мощных компрессорных станций магистрального газопровода «Сила Сибири». Она состоит из 3 агрегатов, каждой мощностью по 25 мегаватт. И сейчас в процессе строительства второй компрессорный цех аналогичной мощностью. Запуск компрессорных станций осуществлялся в обратном порядке следования газопровода, а их мощность рассчитывалась в зависимости от рельефа местности, где проходит трасса газопровода. Компрессорная станция – это своего рода насос, который качает газ в сторону точки назначения. Это объект Ленского линейного производственного управления магистральных газопроводов компании «Газпромтрансгаз Томск». В их ведении 2 подобные станции, вторая в Алекминске. Запуск компрессорных станций КС-2 Алекминская и КС-1 Салдыкельская проходили в зимних тяжелых условиях. Стояли трескучие морозы, работы были выполнены в срок. Проведем запуск пусконаладочной работы и запуск всех агрегатов в работу. Главный щит – это сердце компрессорной станции, откуда идет управление всеми агрегатами. Хотя при возведении объектов магистрального газопровода «Сила Сибири» и использованы малолюдные технологии, есть специалисты, контролирующие технологический процесс. В наши обязанности входит бесперебойная транспортировка природного газа. Мы контролируем полностью основные параметры основного и вспомогательного оборудования, контролируем их технические характеристики, их работу. Компрессорная станция номер 1 была запущена буквально минувшей зимой. Сейчас помимо второго цеха здесь идет строительство жилищно-вахтового комплекса на 150 мест.
Я приехал год назад. На этапе строительства здесь были еще фундаменты. В принципе, это здание еще было, то есть только стену устанавливали. Занимался контролем за строительством, проведением всех работ, которые подготавливались уже к пусконаладке, и, соответственно, пусконаладочные работы и дальнейший пуск и эксплуатация уже станции. При строительстве компрессорных станций номер 1 и номер 2, которые обслуживаются Ленским линейным производственным управлением магистральных газопроводов, был сделан упор на импортозамещение. Так, приводом нагнетателя газоперекачивающего агрегата стал авиационный двигатель производства «Пермские моторы». Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Якутский цемент напрямую от производителя. Сбытовая компания «Центр снабжения ДВ» взяла курс на автодоставку Навального цемента в районы республики и в город Якутск. Отгрузка осуществляется с завода «Якутцемента». Подробнее о преимуществах автодоставки от «Центра снабжения» расскажет Виолетта Засимова. Центр снабжения ДВ – компания, занимающаяся реализацией цемента на территории Дальнего Востока. Обслуживает ряд цементных заводов, таких как «Спасск-цемент» в Приморском крае и филиал «Теплоозерск-цемент» в Еврейской автономной области и «Якутцемент» в Республике Саха-Якутия. Обособленные подразделения компании созданы в каждом из этих заводов. В Якутцементе Центр снабжения ДВ начал свою деятельность 5 лет назад и в последние 3 года активно осваивал автодоставку тарированного цемента. Сейчас мы находимся на смотровой площадке, и отсюда хорошо видно цемент, который подготовлен для отправки речным транспортом, в основном клиентам Ленского района. Здесь вот в зеленых мешках это цемент, спеццемент, подготовлен для строительства аэропортов в Мирном, Удачном. Цемент в серых мешках – это общестроительный цемент марки 400. Он идет также строителям Ленска, но и также мы его отправляем и в город городским клиентам, заречным клиентам. С этого года Центр снабжения ДВ запустил услугу автодоставки Навального цемента по Якутску и близлежащим районам. Цемент навалом обычно заказывают строительные организации для самостоятельного изготовления бетона и железобетонных изделий. Например, Навальный цемент сейчас активно используется на реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта города Якутска. Машина загружена Навальным цементом, объем 41 тонна. Везем с реконструкции взлетной полосы город Якутск. Время загрузки получается у нас сейчас 10:30. Доставка в 2 часа. Мы будем там. Доставка от Центра снабжения ДВ – это удобство и экономия времени, гарантии оказанной услуги и сохранности продукции. Потребители получают комплексную услугу – качественный цемент плюс автодоставка до объекта в указанный срок. Оплатил сразу с доставкой, и голова не болит. Есть приоритет в том, что это можно сделать быстро. Ему вот надо цемент, грубо говоря, через 3-4 часа. До Якутска ходу 2 часа. Машина свободная, мы ему отправляем. Потому что бывает такое, что заливают бетонную плиту, и резко заканчивается цемент. И уже там на бетонном узле судорожно начинают искать цементовоз свободный, кто бы им привез цемент. Ну, а мы уже будем под боком. Мы их всегда выручим. В автопарке Центра снабжения ДВ в Якутии есть собственные цементовозы. Их количество планируют увеличивать, так как производственные объемы Якутцемента растут. Толчком к росту производства стал запуск 5 лет назад 3-й печи. С тех пор предприятие обеспечивает стопроцентную потребность республики в этом строительном материале, выпуская ежегодно по 500 000 тонн цемента. У всех был вопрос, а востребован ли будет такое количество цемента, 500 000 тонн. Мы раньше мечтали, что мы когда-нибудь 500 000 тонн цемент продадим. В прошлом году его не хватило. Мы продали 532 тысячи тонн. В этом году даже хотим 550 тысяч. Оставить заявку и оформить заказ на доставку продукции Якутцемента можно на сайте dvcenter.ru, либо позвонить по номерам 8 423 232 52 52 и 8 411 44 23 2 31. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. К этому часу это все новости. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.